Санитарные врачи заявили о регистрации 47 случаев острых кишечных инфекций, выявленных в Сыктывкарском детском саду номер 7. 46 – это воспитанники, 1 сотрудник учреждения. У каждого схожие симптомы: боли в животе, рвота, многократные жидкие стулы и температура за 38. Специалисты уже взяли пробы на бактериологические и вирусологические исследования. Это делается для выявления источника инфекции. С сегодняшнего дня по решению Управления дошкольного образования администрации Сыктывкара эксплуатация корпуса, где обнаружен очаг заболевания, приостановлена. Проводится дезинфекция. По результатам проведенных исследований у заболевших исследования продолжаются, выявляется возбудитель сальмонелла. У некоторых в сочетании с ротавирусами. По результатам оценки санитарно-эпидемиологического состояния дошкольного учреждения можно говорить о выявлении многочисленных нарушений санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса номер 2. Нарушения выявлены при приемке пищевых продуктов на пищеблок, в цехе приготовления пищи недостаточно разделочных столов, отсутствуют необходимые условия для мытья фруктов, несвоевременно производится ремонт вышедшего из строя холодильного оборудования, не обеспечен контроль температурного режима в морозильной камере, нарушаются условия хранения хлеба, не соблюдаются санитарные требования к производству салатов и блюд из овощей, не соблюдается порядок обработки яиц. Персоналом не соблюдаются требования личной гигиены. При проведении бракежа готовых блюд не всегда производится органолептическая оценка и степень готовности блюд. К этому моменту возбудитель сальмонелла выявлен у 18 заболевших, у 5 в сочетании с ротавирусами. Также, как нам стало известно, из 46 детей лишь 7 понадобилась госпитализация. Сейчас они в республиканской инфекционной больнице. Состояние, говорят врачи, стабильное. Поступило на вчерашний день было 5 детей. Сегодня поступило за ночь еще 2. Состояние у всех средне-тяжелое с диагнозом острая кишечная инфекция. Исследования проводятся бактериологические, вирусологические. Что как лаборатория нам выдаст анализы, значит мы окончательный диагноз потом поставим. Это не ЧП, это обычная сезонная заболеваемость. Чаще всего летний период, осенний период – это бактериальные инфекции, зимний и весенний период – это вирусные инфекции кишечные. Так что мы уже привыкли к этому. О ситуации главе Коми уже доложил министр здравоохранения. По его информации, пациенты получают всю необходимую помощь. Сергей Гапликов поручил ему совместно с Министерством образования взять ситуацию на контроль. Информация о нарушениях должна быть направлена в надзорные и правоохранительные органы. Также губернатор поручил проверить все контракты по закупке продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений и условия их выполнения.